Здравствуйте, дорогие друзья! В палеонтологической коллекции Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина хранится множество интересных экспонатов, свидетельства минувших доисторических эпох, которые знакомят посетителей с геологической историей не только Мордовского края, но и европейской территории России. И сегодня в этом видео я расскажу вам об одном из таких экспонатов. Перед вами полный скелет большого пещерного медведя, или, если быть точнее, уральского пещерного медведя. Смонтированный скелет был передан нашему музею в мае 1996 года Санкт-Петербургской инновационной компании «Норд-Вест». В 90-х годах прошлого века эта коммерческая фирма специализировалась на поисках и продаже объектов палеонтологии в России и за рубеж. Инициатором передачи и научным консультантом при монтаже экспоната выступила Нина Вадимовна Гарут, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного горного института имени Плеханова, специалист по четвертичным млекопитающим. Несмотря на полноту, скелет является сборным, то есть для его монтажа использовались кости от разных особей большого пещерного медведя. Это можно заметить, сопоставив общие размеры костяка с его черепом. Так, сравнительно небольшие размеры костяка свидетельствуют о принадлежности, во всяком случае некоторой части костей, к относительно молодым животным. А вот обладатель черепа в момент гибели имел возраст более 10 лет, о чем красноречиво говорят все сросшиеся швы костей лицевого и мозгового отделов. Кости ископаемых медведей, из которых впоследствии смонтирован данный скелет, в 93-94 годах XX века были обнаружены в Александровском районе Пермского края, в знаменитой пещере Тайн, известной как самое большое на Среднем Урале кладбище пещерных медведей. Здесь, в конце плейстоцена, пещерные медведи на протяжении десятка тысяч лет находили для себя укрытие на период зимней спячки. Однако по разным причинам не все звери доживали до следующей весны и погибали, а их остатки сохранялись в пещере до наших дней. Так накопленные за тысячелетия остатки медведей и сформировали своеобразное медвежье кладбище, некогда уникальный палеонтологический объект на Среднем Урале, так как в результате нелегальных раскопок данный палеонтологический памятник был попросту уничтожен. Однако ученые здесь все же успели поработать. Только во время официальных палеонтологических изысканий в пещере Тайн было обнаружено более 16 тысяч костей уральского пещерного медведя, принадлежавшие особям всех возрастов, от новорожденных до старых животных, и даже есть находки остатков эмбрионов. В процессе изучения палеонтологических находок из этой пещеры были получены важные научные данные по биологии и экологии ископаемых медведей. В том числе по костям методом радиоуглеродного датирования был установлен период формирования здесь естественного кладбища. Изотопные датировки показали даты от 47 600 лет назад до 37 190 лет назад. То есть животные в пещере Тайн гибли нечасто, но на протяжении более 10 тысяч лет здесь накопилось значительное количество их остатков. Следует немного рассказать о том, что это были за животные. Пещерные медведи, а в частности большие пещерные медведи, это ископаемая группа хищных млекопитающих семейства медвежьи, в которой специалисты на сегодняшний момент выделяют 3 вида: Ursus spelearctos speleus, Ursus spelearctos erimus и Ursus spelearctos conivets. Первые 2 вида являлись обитателями территории современной Западной Европы, а вид коневец, или уральский пещерный медведь, был распространен на значительном пространстве от Центральной и Восточной Европы до западного склона Уральских гор. Кости, обнаруженные в пещере Тайн, как раз принадлежат уральскому пещерному медведю. Пещерными этих медведей стали называть вследствие того, что больше всего находок их остатков приходится именно на пещеры. Ранее предполагалось, что образ жизни данной группы медведей был неразрывно связан с пещерами, гротами и регионами с проявлением равнинного карста. Однако последние исследования показывают, что это не так. Например, этому свидетельствуют длительные периоды непрерывных накоплений их остатков в пещерах и широкий ареал местонахождений. А, собственно, пещеры медведи использовали исключительно как временное укрытие в период зимней спячки, и только в случае, если таковые были в местах их обитания. Например, специалистами подсчитано,
что в среднем смертность во время зимней спячки у пещерных медведей происходила у особей в возрасте от более 1 до 3 лет. Значительно реже погибали особи в возрасте от 3 до 30-40 лет. В большинстве случаев среди взрослых особей погибали самки. И это свидетельство того, что самки чаще всего использовали пещеры для зимней спячки, так как предполагается, что беременные самки и самки с детенышами раньше других готовились к спячке. Большие пещерные медведи – это типичные представители мамонтовой фауны, которая сформировалась в северном полушарии в конце последней ледниковой эпохи позднего плейстоцена, около 100 тысяч лет назад. Вместе с мамонтами, носорогами, лошадями и степными зубрами пещерные медведи были важным компонентом пастбищного сообщества. Основным местом обитания для них служили открытые пространства, ныне исчезнувших приледниковых степей на водоразделах равнинных рек, или регионы распространения альпийских лугов. Несмотря на то, что большие пещерные медведи относятся к отряду хищные, морфология их скелета и в особенности зубов показывает, что животные больше предпочитали растительную пищу и вели относительно малоподвижный образ жизни. Основанием для реконструкции биологических особенностей больших пещерных медведей является сравнение таковых с их ближайшими родственниками, современными бурыми медведями – Ursus arctos. Последние жили в одно время с пещерными медведями, однако предпочитали лесные места обитания в поймах рек. Бурые медведи зачастую уступали в размерах пещерным собратьям. Однако, будучи более экологически пластичными, расширив свой рацион большим количеством пищи животного происхождения, они косвенно повлияли на исчезновение больших пещерных медведей около 20 тысяч лет назад. Наряду с другими факторами, ключевыми из которых специалисты выделяют исчезновение привычных сред обитания больших пещерных медведей вследствие климатических изменений в конце плейстоцена, а в Западной и Центральной Европе еще и охота на этих животных древних людей. Обитали ли пещерные медведи на территории Мордовского края в доисторическом прошлом, точно сказать пока не представляется возможным, так как достоверных остатков этих животных в регионе пока не найдено. Однако на территории Самарского Поволжья таковые имеются. Здесь отдельные кости и фрагменты костей больших пещерных медведей были обнаружены в некоторых районах. Больше всего находок известно из пещер Жигулевских гор в окрестностях села Ширяево. Исходя из современных знаний о образе жизни больших пещерных медведей и о сравнительной близости достоверных мест обитаний, с определенной долей условности можно предположить, что эти животные могли пастись на бескрайних лугах территории, которую мы сейчас называем Мордовия, вместе с другими представителями мамонтовой фауны в конце последней ледниковой эпохи десятки тысяч лет назад. Увидеть полный скелет уральского пещерного медведя, который дети, а зачастую и взрослые, ошибочно называют динозавром, а также познакомиться с доисторическими обитателями нашего и соседних регионов, вы можете в Зале природы Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина. А на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!